На территории Сухума греческие купцы из малайзийского города Милета основали колонию под названием Диоскурия, которая вскоре стала крупным торговым центром. Название дано в честь братьев Диоскуров Кастора и Палукса. Они входили в дружину, знаменитую своим походом за золотым руном. И сегодня тема нашей лекции – Диоскуриада. История нашего города очень тесно связана с историей греческой колонизации. Это мировой феномен в истории, с которым Абхазия просто конкретно связана. Он ввел в фокус интереса античных цивилизаций племена, древнеабхазские племена и все племена, которые населяли территорию Колхиды. Помимо всего прочего, он, значит, стимулировал развитие древнейших источников об этих племенах и также, значит, избрал местом действия эту территорию, где вот все происходили истории, связанные с мифом об аргонавтах. Багашба Олег Хухутович, абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки Республики Абхазия. Окончил Абхазскую школу номер 10 имени Лакоба с золотой медалью. Затем историко-филологический факультет СГП имени Горького с красным дипломом, аспирантуру Института археологии Академии наук СССР. В 1968 году начал работать в отделе археологии Аби-Али имени Гулия, затем зав. Отделом истории этого института. Более 25 лет преподает в Абхазском государственном университете. Защитил кандидатскую диссертацию «Материальная культура средневековой Абхазии» и докторская диссертация «История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье». Проводил раскопки поселений, могильников в соборах в селах Мукбедия, храма Симона Канонита, архитектурных комплексов древней средневековой Абхазии. Основные научные интересы – археология, история ремесла Абхазии и Кавказа в целом. Является одним из авторов учебников истории Абхазии 10-11 классов, а также истории Абхазии с древнейших времен. Автор более 150 научных работ, в том числе 15 монографий. Является первооткрывателем самых ранних мечей III-IV века из дамасской стали на территории бывшего СССР. Но миф об аргонавтах – это, значит, подоплека идеологической греческой колонизации. Греки, они создали очень большую ойкумену античную, то есть территорию, которая принадлежала им в результате вот этой колонизации, очень большую, начиная от Испании, включая древнюю Колхиду. Так как территория была большой, поэтому и мифов было 32 версии. Чтобы вы знали, вот интересная такая подробность, что вот мифов было 32 версии. И самый популярный был Кавказский извод, то есть наш извод. Вот, который мы знаем, и который связан конкретно с нашим городом и вообще с нашей территорией. Как же все это происходило? Происходило очень интересно. В это время в Греции была сложная ситуация, перенаселение, свирепствовал рабовладельческий строй, и люди искали какие-то территории, потому что обезземеливание произошло, обеднение людей и так далее. И предварительно их влекло куда-то далеко-далеко, поэтому рождались вот такие всякие мифы. Вот. И, значит, где-то в VIII веке до нашей эры уже греки познакомились с территорией
вот территория, где находится наш город, и вообще территория, где жили наши племена, древние абхазские. Тогда жили племена гениохи, а в районе, значит, те же гениохи в районе Фасиса назывались фасиане. Тогда на территории всего Западного Закавказья жили древние абхазские племена, потом они стали называться в общем плане колхами. Колхами, чтобы вы понимали, назывались все племена, которые жили на территории Колхиды. Могли даже называться и греки колхами. И, значит, они интересовались географией, экономикой, потом интересовались, что это за племена, дружелюбные, недружелюбные и так далее. Потом возвращались, создавали группу людей, 100-150 человек выбирали ойкиста, то есть главу города, уже, значит, типа вот мэра города, уже они заботились об этом. Но не все было так просто, значит. Выбрав, теперь они должны были получить разрешение метрополии. В нашем случае Милета, город, который создал около таких диаскурий, таких городов-государств, около 60. Вот. Но еще этого было мало. Пришлось идти этому айкисту в храм Аполлона, в Дельфы, и, значит, обратиться к Пифии. И такой вот, представьте, такой момент, он спрашивает разрешение у этой Пифии, которая была одурманена фимиамом, и она дает ему разрешение, он обрадованный, значит, возвращается и докладывает, что можно. Значит, ему и государство, метрополия разрешила, Милет, и Пифия разрешила. Вот. А ее ослушаться было опасно, потому что один царь ослушался, самый богатый в мире крёс, он ослушался, и Пифия ему сказала: не иди войной на персов, проиграешь. А он пошел и не послушался, и на самом деле проиграл, и все потерял свое богатство. Ну, значит, они, естественно, попали сюда, и, значит, теперь возникает вопрос. Что они образовали? Где образовали? И когда образовали? Ну, что образовали, это, значит, спор идет. Это был город местного Колхидского царства, ну, я не скрою, грузины говорят, это царство было грузинским, древнегрузинским. Наши некоторые историки известные, абхазоведы, они считают, что это было абхазским царством. Значит, город уже был. А греки, значит, образовали при этом городе, тогда получается факторию или что-то в этом роде, какую-то торговую. Второй вариант, чисто европейский, это вот эта школа, чисто местная советская школа, грузино-абхазская школа того времени. Вот. И, значит, европейские историки считают, что это был город-государство, как обычно. Вот. Значит, я принадлежу к тем историкам, которые считают, что Диоскуриада это был город-государство. Причем вот он создавался, этот город, ядро его создавалось вообще-то на пустом месте. Обычно у нас любят говорить, что на месте этого было местное поселение. Нет. В тот момент, где греки создавали свое ядро города, никто не жил. Но они старались создавать это, значит, свое поселение, колонию, вернее. Не надо путать колонистов с колонизаторами. Это две разные вещи. Греки абсолютно были мирные. Они ничего не были колонизаторами, они колонистами были, поселенцами. Вот. Они, значит, обычно селились там, где рядом должны были быть местные поселения. А в это время, как вы знаете, были поселения местные городского типа, которые находились на маяке Сухумской горе и Гуадюх. Иначе они не могли существовать. Между ними должны быть какие-то связи, чисто экономические. Потом они вначале были как две замкнутые структуры. Значит, греки, а местные.
Это все было до эпохи эллинизма, пока, значит, не произошло взаимной интеграции. То есть где-то в IV-II веке население становилось грекоместным населением. Стирались традиции, новации, и даже появились местные греки даже. Вот Воронов Юрий Николаевич, когда, значит, изучал керамику античной Абхазии, в том числе и Диоскуриады, он, значит, выявлял местную привозную и местную греческую посуду. Вот это интересно. Наши археологи не всегда такую дифференциацию проводят. Теперь я хотел бы сказать, что разные были гипотезы, где же возникла Диоскуриада. Одни считали, вот как Гулия в районе Скурчи, Кадора, Скурчи, потому что Скурия, Диоскурия как-то похоже. Потом, после раскопок в Эшерах, некоторые стали говорить, что там находился. Но мне кажется, что в Эшерах все-таки это был Харион, это как город-спутник уже Диоскурии. Но не вдаваясь в подробности, скажу, что, значит, впервые, значит, вот Чернявский, Сизов впервые, Башкира, вот, которые раскопки проводили здесь, они уже где-то вот локализовали город в районе, ядро города в районе устья реки Баслы. Ну, вы знаете это место, вот где была найдена вот эта стела как раз, о которой я буду говорить. Да, и, значит, там вот в районе реки Баслы как раз было локализовано, значит, ядро Диоскуриады. Теперь что я хочу сказать? Из письменных источников, почему вот возникает вопрос, как датировать зарождение этого города? Ну, мы что можем сказать? Мы знаем, что город Диоскуриаду основали милетяне. Сам город Милет был разрушен в 494 году до нашей эры персами, Дарием. Дарий, который правил 522-486 год до нашей эры. И вот Дарий в начале VI века поручил Скилаку Корианскому, это мореплавателю-географу, обследовать персидское и арабское побережье. Но до нас не сохранилось его перипл, его землеописание. До нас дошло перипл описания моря, прилегающего к ним, Европы, Азии и Ливии. Значит, это произведение, перипл, не Скилака Корианского, а более поздняя версия, это IV века, это ученого, который подписал себя Скилак тоже. Поэтому он идет в науке как псевдоскилак. И как раз там вот и говорится, что Диоскуриаду, значит, основали милетяне. А вообще позднее Страбон и Помпоний Мела говорят, что Диоскуриада и Фазис это Поти, были основаны на земле гениохов милетянами. Ну, это интересно. Значит, что получается? Значит, если считать Диоскуриаду в начале VI века, ну, пусть будет VI век, то это уже может быть 2500 лет. Вот. А если, значит, больше, тогда у нас в учебнике, например, написано, что Диоскуриаде 2600, но можно дать и даже 2700 лет. Вот. Первая, значит, древнейшая находка, вот такая очень известная находка, правда, не в самой Диоскуриаде археологическая находка, а на Ишерском городище, это, значит, чернофигурная амфора панафинейская с изображениями людей там. И вот мы на одной стороне имеем изображение сцены Дионисии. Дионисий, кстати, интересно, что это оттуда корни театра идут. Это вот такие праздники, веселья, любви. И там вот на этой амфоре
Там изображен, с одной стороны, сатиры Минады, такие опьяневшие, растрепанные, вот, а с другой стороны, квадрига, такая колесница и воины, значит, там начальник этих трех воинов, и там видно, как вооружены. Это очень интересно. Это ваза 530 года до нашей эры, 6 века. Панафинейская амфора награждалась победителю Панафинейских игр. Она наполнялась оливковым маслом, а ему давали лавровый венец, как победителю. Теперь возникает такой вопрос. Давайте пофантазируем, каким образом в Эшеры, значит, рядом с Диоскуриадой, попала эта амфора. Значит, либо тот победитель сюда переехал вот, вместе с этими колонистами, либо, значит, он, который уже здесь жил, участвовал в этих панафинейских играх, либо наш кто-то купил там эту, допустим, панафинейскую амфору. И таким образом она попала, какой-то богатый человек купил, у кого-то тоже могло быть. Вот это интересная находка. Потом мы можем сказать, что вот в самой Диоскуриаде были найдены пухлогорлые хиотские амфоры, они относятся к концу 6-го, началу 5 века до нашей эры. Вот. Потом из таких древних находок считается стела, вот это 430 года мраморная стела, значит, где изображены женские фигуры и ребенок. Значит, там по этой стеле можно видеть, какие прически тогда носили, какая одежда была там, гематии, это такая шаль, вот это пеплос, рубаха. Вот. И это тоже очень интересно для того, чтобы смотреть, как же одевались в то время жители города. Но в IV-II веке, во время эллинизма, население становится грекоместным. Вот. И, конечно, город наш разрастается. По крайней мере, судя по раскопкам Сизова 1886 года и Башкирова 1925 года примерно, а потом и здесь вели Трабж, но те вели в разных местах набережной. И, значит, где-то город, я думаю, в эпоху эллинизма очень много интересного, видимо, в Сухумской крепости было. То, что касается набережной, то набережную, если раскопать, вот так провести канаву, траншею, шурф такой, когда рыли здесь этот коллектор, значит, 2,80 в ширину, 2,80 в глубину, то очень хороший шел слой Диоскуриады, вот это 4-2 века. И наши археологи накопали 20 ящиков материала. А вот в районе парламента, значит, шли большие стены, значит, толстые даже капители на глубине 1,5 метра. Но раскопки нельзя было проводить. Вот. Может быть, это был храм Диоскура. Вот город назван в честь братьев Диоскуров, которые сопровождали вот этих аргонавтов. Вот, и в честь них был назван город. Ну а этот культ в Милете был, этих братьев Диоскуров, очень, очень популярен. Они олицетворяли собой тень и свет, там, день и ночь, жизнь и смерть, там, утреннюю и вечернюю звезду. Вот тут мы можем сравнить. У нас тоже есть близнечный миф у абхазцев, это о братьях Шарпыця и Хулпыця. Это значит, один, значит, почитал утреннюю звезду, другой вечернюю. То есть этот миф, вообще-то, наш близнечный, он был
даже раньше, чем греческий миф. Поэтому здесь этот миф знали, и когда узнали миф о братьях Диоскурах, они восприняли его положительно, и поэтому, значит, это название как бы прижилось. Ну, братья Диоскуры, они, значит, одеты были в красную хламиду и такие заостренные шапки-пилосы. Вот. И что я хочу сказать, что помимо вот этого названия существует еще более древнее местное название Аква. И, значит, это название можно встретить на монетах 90-х, 80-х годов II века. Это золотые статуи подражания фракийскому царю Лисимаху. Значит, там написано «Аккой Аква». Это II век. Значит, это название местное было. Потом замок Баграта, который назван был в 19 веке этими краеведами Баграта. На самом деле, я когда в архиве работал Московского археологического общества, там нашел отчеты Чернявского, и там этот замок называется замок Агуа. А еще Рейнекс, когда проплывал, это лекарь последнего грузинского и меретинского царя, он когда проплывал, значит, вот по нашей бухте, вдоль нашей бухты, он сказал: передо мной, говорит, возвышался замок Аква. То есть это замок Баграта, это потом произведение XIX века. Теперь я что хотел сказать, значит, как же структура организации этого города какая была. Ну, в то время, когда милетяне основывали этот город, у них была тирания. Тирания, ограниченная народным собранием, судом черепков. Они придавали остракизму тех людей, которые выделялись и которые угрожали, значит, равенству граждан. Их тогда, значит, происходило голосование, их тогда, значит, на этих остроконах, этих черепках писали имя, и если так получалось, что надо его выселить, его выселяли напрочь. Ну, город, конечно, он разрастался, и вот, как я уже говорил, создавал даже такие города-спутники, как Ишерское городище. Но я сейчас об Ишерском не буду говорить, я остановлюсь в основном на Диоскуряде, потому что она продолжала вот это все время своего существования, очень хорошо она развивалась и вширь, и вглубь. И неправду говорят, вот, что она вся находится море забрало этот город. Ничего подобного. Еще Юрий Николаевич в свое время, Воронов, в своей работе «Диоскуряда Севастополь и Схум», он говорил, что если вести раскопки на расстоянии 100-150 метров от берега моря, то можно очень хорошо, значит, найти слои Диоскуряды, и более ранние, и более поздние. Вот. Поэтому перспективно вообще, конечно, если какое-то будет строительство, вот очень перспективные, допустим, раскопки, но, к сожалению, там сейчас, во-первых, что Шинкуба у нас умер, во-вторых, что он там похоронен. Там, сейчас уже там раскопки будет невозможно вести. Вот. И вот там перспективными, около театра перспективное место, около, значит, Баслы. Да, вот эта плита интересная, но, значит, она, собственно говоря, ее море не выкинуло, как у нас некоторые говорят. Просто море во время шторма размыло берег, вот, и если бы она в море была, никаких изображений не осталось, все было обкатано, плита. А то она хорошо очень сохранилась, это просто очень такой уникальный памятник во всем советском Причерноморье был. Я думаю, сейчас тоже такой не нашли, так же, как этот, и вот эту амфору. Вот как амфора Ишерская у нас в музее стоит, такой нету вообще здесь, вот в Западном Закавказье.
Только в Батуми, вот в свое время, я помню, в Аджарии был музей, там вот кратер есть чернофигурный. Все, а у нас это, да, очень... Ну, Диоскуриада, конечно, во II веке поддержала вот это Митридата VI Евпатора в войне с Римом, она поддержала Митридата. За это он дал ей автономию, она чеканила монету свою диоскурийскую. Эта монета, к сожалению, здесь ее мало находили, но зато находили в Северном Причерноморье, в Херсонесе, в Анкаре, в Турции. Она была связана с такими городами, как Афины, Диоскуриада, Хиос, островами Хиос, Родос, потом Гераклея, Понтийская, Пергам, Косса, ну, очень многие центры. И вот после этих после римско-митридатовских войн здесь появились римляне, и город стал в 20-х числах I века до нашей эры стал называться Себастополис в честь римского императора Октавиана Августа, который именно в это время получил титул величественного божественного Себастаса. Вот на этом, значит, заканчивается античная история, относящаяся к греческому периоду нашего города. Но завершая свое выступление, я хотел бы вот что сказать, что еще до войны, еще в бытность, когда и Георгий Кучевич Шамба, и Юрий Воронов был живы, вот мы собирались и хотели отпраздновать юбилей города. Но так и не получилось. Потом война. После войны 3 раза собирали. Я в 3 комиссии входил. И даже сценарий мы разработали, вот Кове поручили. Он сценарий разработал. Даже такой сценарий был, что вот, значит, греки подплывают, а наши предки, то есть мы уже, значит, с рогом их встречаем, говорим, дело щабет. Ну, в общем, значит, полигоном этого хотели сделать Сухумскую крепость. Как раз Алик Николаевич там ведет раскопки. Здесь практика уже в течение 10 лет, это давно было задумано. Вот. Ну, сейчас мы снова возвращаемся и ведем разговоры. И я все-таки хочу, вот я уже и на Совбезе в прошлом году говорил об этом. Это, во-первых, город приведет немножко в порядок, когда если вдруг наметится какой-то этот юбилей, во-первых, даже сейчас подходят люди и говорят, давайте мы поднимем вопрос о том, что памятник братьям Диоскурам здесь поставить. Это же интересно было бы, если поставили братьям Диоскурам памятник. Потом это как-то заставит город почистить. Потом, извините меня, это можно пригласить Италию, Грецию, вообще все государства, которые в циркумпонтийской провинции находятся, которые, даже те, которые не попадали под греческую колонизацию, а вообще, которые на Черном море находятся. Можно все это сделать, даже неважно, там кто-то скажет, что надо много денег затратить, ничего подобного. Главное было бы желание. Олег, вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас рассказывали о Диоскуре. Меня вот интересует наиболее такой ранний архаический слой возникновения